Продолжаем наш выпуск. Глава государства Владимир Путин сегодня обсудит с правительством реализацию поручений по итогам послания. Глава государства регулярно проводит совещания в Кремле с членами правительства. Но это будет первая встреча президента с представителями нового состава Кабмина. Также будет рассмотрен ряд других актуальных вопросов. В предыдущий раз президент собирал подобное совещание 11 декабря прошлого года. Ну а прямо сейчас расскажем новости валютного рынка. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сейчас на отметке 63 рубля 43 копейки, евро 70 рублей 1 копейка. Американскую валюту по данным сайта banki.ru выгоднее всего сегодня продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 61 рубль 81 копейку, продает Россельхозбанк за 63 рубля 35 копеек. Самый выгодный обмен европейской валюты сегодня в Восточном банке покупает за 69 рублей 40 копеек, продает за 69 рублей 95 копеек. ВОЗ оценили затраты на борьбу с коронавирусом. Так, Всемирной организации здравоохранения потребуется 61 миллион долларов в ближайшие 3 месяца. В частности, по подсчетам ВОЗ, на быстрое установление международной координации операций по борьбе с распространением вируса потребуется 12 миллионов долларов. На оценку готовности стран к эпидемии и их оперативного вмешательства понадобится 45 миллионов. Еще 4,5 миллиона потребуется на исследования и инновации. Напомню, власти Китая 31 декабря прошлого года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Число заразившихся в Китае превысило 20 тысяч человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. В Якутске следят за уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом. По нашему региону превышен порог на 47%, в городе Якутске на 54%. 9 школ города Якутска ввели ограничения в образовательный процесс. Если число заболевших будет расти, то специалисты организуют комиссию, которая будет решать вопрос о введении карантина во всех школах города. А о том, какова ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Южной Якутии, расскажет Александра Цыбикова. Она выходит на прямую связь со студией. Саша, я тебя приветствую и ждем всех подробностей. Здравствуй, Настя. Эпидемическая ситуация в Нерюнгринском районе вполне стабильна. Но на карантин введена одна средняя общеобразовательная школа, номер 10, которая располагается в отдаленном поселке Хатыми. Некоторые школы ввели веерные каникулы. Например, информационно-технологический лицей номер 24 отправил всю начальную школу с 31 января и по 9 февраля на каникулы. А гимназия номер 2 с целью профилактики детей с 1 по 6 классы перенесла плановые каникулы на пораньше, а именно с 4 по 10 февраля. Также Центр культуры и духовности имени Пушкина и спортивно-оздоровительные учреждения ввели ограничительные меры на проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий. Об общей заболеваемости в районе мы узнали у заведующей инфекционным отделом Нерюнгринской центральной районной больницы. Да, в Нерюнгринском районе уровень заболеваемости ОРВИ и высокопатогенным гриппом не превышает средние показатели по району. Все больные, поступающие в инфекционное отделение, это больные средней степени тяжести, легкое течение. Все больные выздоравливающие, смертельных случаев нету. В сравнении с прошлым годом ситуация остается на прежнем уровне, стабильная. Хотя и по республике эпидемический порог превышает 50%, в Нерюнгринском районе ситуация остается стабильной, как и в прошлом году. Даже масочный режим не введен. Поэтому хочется сказать, и чтобы вы перенимали наш опыт введения веерных каникул хотя бы для начальных классов в целях профилактики. Ну и, конечно же, соблюдать меры профилактики. На этом у меня все. Настя. Большое спасибо, Александра. Не болейте в Южной Якутии. Я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Александра Цыбикова. Мы переходим к новостям экономики. Крупнейшие российские банки намерены значительно расширить сеть банкоматов, работающих без карт. Более подробная информация у моей коллеги Нургуяны Ивановой в рубрике «Новости экономики». Нургуяна, я тебя приветствую. А для чего это все делается? Настя, число подобных банкоматов увеличится уже к концу этого года. И я хочу отметить, что данная технология предотвращает мошеннические действия, ускоряет время обслуживания клиента у банкоматов и решает проблему захвата карт.
В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Миргуяна Иванова. Минтруд России предложил выделить более 1,5 триллиона рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах для обеспечения расширения программы на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго. Об этом говорится в проекте поправок в закон о бюджете пенсионного фонда на 3 года. Согласно документу, изначально на выплату материнского капитала закладывалось на 3 года более 945 миллиардов рублей. Проект поправок предполагает увеличение финансирования до 428 миллиардов рублей в 2020 году, 522 миллиардов рублей в 2021 и 582 миллиардов рублей в 2022. Субсидированные тарифы на авиаперевозки с Дальнего Востока в центральные части страны сохранят. Их объем планируется увеличить. В прошлом году было перевезено более 1 миллиона 200 граждан. В этом году Минтранс России намерен ввести на Дальнем Востоке так называемые защищенные авиамаршруты, то есть постоянные направления субсидированных перевозок между регионами Дальнего Востока. Это будет пилотный для страны проект. В 2020 году увеличен объем субсидий на перевозки между дальневосточными регионами до 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Уровень промышленного роста на Дальнем Востоке выше средних показателей по России примерно в 2,5 раза. Такие данные привел глава республики Айсен Николаев. Что касается Якутии, то промышленный рост по итогам прошлого года составил 12%. Республика продемонстрировала хорошие показатели в 2019 году по многим направлениям – социальной сфере, экономике и другим, отметил глава региона. Валовой региональный продукт Якутии по итогам прошлого года превысил 1 триллион 100 миллиардов рублей. Рост ВРП к предыдущему году оценивается в 3,5%. Об этом также сказал руководитель региона. В структуре ВРП доля нефтегазового комплекса составила 26,3%. Рост добычи нефти и газа обусловлен увеличением производственных мощностей ТАСС «Юрях-нефтегазодобыча», вводом в эксплуатацию Чиндинского нефтегазоконденсатного месторождения и подачей газа в газопровод «Сила Сибири». Добыча угля оценивается на уровне свыше 17 миллионов тонн. Положительная динамика достигнута на шахтах и Наглинская, и Денисовская компании «Колмар». Легковые автомобили будут пользоваться правом бесплатного проезда по Ленскому мосту. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, это одно из базовых условий реализации концессионного соглашения по строительству объекта. Плата будет взиматься с больших грузов. Напомним, победителем конкурса на строительство моста стал консорциум группы ВИЗ и госкорпорации «Ростех». Мирнинское управление автодорог «Алроса» внедряет солнечные энергоустановки. Так, в начале января поступили 2 автономные гибридные энергоустановки стоимостью около 3 миллионов 700 тысяч рублей. Их запуск планируется в феврале на отдаленных пикетах Ужман и Непа. Они обеспечат круглосуточную подачу электроэнергии в жилые помещения для сотрудников, которые заняты обслуживанием дорожной инфраструктуры. При энергоснабжении от дизельных генераторов работники могли пользоваться электричеством только трижды в сутки – утром, днем и вечером. Как сообщили в «Алроса», солнечная энергия также используется в системе теплоснабжения вахтового поселка Нюрбинского ГОКа уже несколько лет. Спутниковое телеоборудование установят до 1 апреля текущего года малоимущим якутянам, проживающим вне зоны приема цифрового телерадиовещания. Право на получение такой помощи имеют инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, малоимущие семьи, состоящие в муниципальном реестре граждан семей с детьми, особо нуждающихся в социальной поддержке по месту жительства или пребывания. По данным Мининноваций региона, на конец прошлого года единовременную помощь в приобретении спутниковых телеантенн получили порядка 800 семей. Механизм компенсации довольно прост и остался прежним. Жителям необходимо обратиться в местное отделение по социальной защите. После заключения договора заявителю доставят и установят оборудование выбранного оператора спутникового телевидения. В Ленске появится новое овощехранилище. Его начнут строить уже в этом году. Сейчас проект находится на госэкспертизе. Также в 2020 году в Ленске стартует реконструкция здания молокозавода под мясоперерабатывающий цех. И откроется социальный магазин, где будут торговать местной сельскохозяйственной продукцией. Это все экономические новости к этому часу. Настя, до встречи в следующем эфире.
Да, Нургуяна, большое спасибо. Я напомню, о новостях экономики нам рассказала Нургуяна Иванова. Мы продолжаем наш выпуск. 100 единиц нового медоборудования было закуплено для 13 медучреждений региона в рамках реализации федерального проекта развития детского здравоохранения. В каких именно учреждениях установили это оборудование, узнаем у моей коллеги Саргаланы Неустроевой. Она выходит на прямую связь со студией. Саргалана, привет, тебе слово. Анастасия, здравствуйте. Сейчас я нахожусь в рентген-кабинете педиатрического отделения медицинского центра города Якутска. Всего для учреждения было закуплено 26 единиц нового медицинского оборудования для кабинетов ЛФК, офтальмолога, оториноларинголога, УЗИ и рентгена, а также ФГДС. Стоит отметить, что прошлое оборудование было перенесено еще из здания 4-й поликлиники и было очень изношенным. О том, насколько упростилась теперь жизнь не только врачей, но и пациентов, нам расскажет заместитель главного врача по детству Анастасия Татонова. С получением новых аппаратов у нас появилась возможность провести рентгенологические исследования в нашем здании в день при экстренных состояниях. Сроки ожидания плановых больных по рентгенологическому обследованию у нас составляют максимум 2-3 дня. Сейчас в рентгене обследуется ребенок, и стоит сказать, что благодаря закупке именно этого рентгенаппарата у медицинского учреждения появилась возможность обследовать более тщательно своих пациентов в стенах именно медицинского центра города Якутска. В день здесь проходит обследование более чем 30 человек, что, конечно, показывает, насколько эффективно проходит реализация проекта, национального проекта здравоохранения. На этом все. Анастасия. Саргалана, большое спасибо за информацию. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Неустроева. И как только что стало известно, это касается нашумевшего коронавируса, то в республике Министерством здравоохранения совместно с управлением Роспотребнадзора по региону проводится ряд профилактических мероприятий. Приостановлены переезды, перелеты в Китай, продлены каникулы студентам, обучающихся там. Хочу отметить, что сегодня у нас достаточно сил и средств в Министерстве здравоохранения для того, чтобы оказать всю необходимую медицинскую помощь при случае, если вдруг такие случаи заболевания будут зарегистрированы. Акцентирую ваше внимание, что сегодня коронавирус на территории республики не зарегистрирован. Ну а прямо сейчас мировые новости. Пассажиры самолета воздушно-космических сил России Ил-76 первые эвакуированы из китайского города Ухань в Россию. Накануне вечером их вывезли из города, который считается очагом распространения коронавируса. Напомню, ранее сообщалось, что эвакуированные россияне и граждане некоторых других стран по прибытии будут размещены в Тюменской области, где они будут содержаться под карантином. На борту самолета также находятся граждане Белоруссии, Украины, Армении и Казахстана. Рады видеть. Да, приятно. Я уже как будто в России. Как вы отреагировали на то, когда узнали, что военные за вами летят, что вас не забыли? На самом деле в полном шоке. Это были. Так интересно, приключение такое. Да. В общем, мы до сих пор не знаем, куда мы летим. Чувствую нормально. В общем-то, все так и должно быть. Армия должна заниматься такими вещами. В общем-то, все нормально. Надеюсь, долетим хорошо. А власти Макао попросили компании, владеющие казино, закрыть игорные заведения из-за опасности распространения коронавируса. Жителям предложили по возможности оставаться дома, а кафе и ресторанам свести свою деятельность к минимуму. Подробности расскажет Сергей Берец. Казино Макао закроются по меньшей мере на 2 недели, чтобы сдержать распространение нового коронавируса. Об этом объявил во вторник Хэ Ичен, глава специального административного района Китая и его игорной столицы.
Решение вступает в силу в среду. Власти попросили владельцев заведений не сокращать работников и не урезать им зарплату, даже если период вынужденного бездействия из-за ухудшения ситуации затянется на месяцы. Сейчас здесь насчитывается 41 казино. Они дают 80% поступлений в местный бюджет. Хэ Ичен призвал граждан без особой нужды не выходить из дому. Кафе и рестораны максимально ограничить время работы. В Макао отмечены 10 случаев заболевания. 3 больных – местные жители и 7 – приезжие. С утра вторника приостановлено паромное сообщение с Гонконгом. Следующим шагом может стать закрытие административной границы с остальной территорией КНР. В Венском хосписе польского города Лодзь появилась двухмесячная самка французского бульдога по кличке Гавана. Пока она либо спит, либо играет с юными постояльцами, но в скором времени Гавана станет полноценной собакой-терапевтом. Продолжит Артем Сторонов. Двухмесячная самка французского бульдога по кличке Гавана и 5-месячный Игнаш часто спят в одной кроватке. Это могла бы быть обычная ситуация в миллионах домов по всему миру. Но Игнаш – постоялец детского хосписа в польском городе Лодзь. Он страдает от тяжелого неврологического заболевания, а Гавана – его собака-терапевт. Многие постояльцы этого хосписа – дети, которые не могут общаться при помощи слов. Они реагируют только на прикосновения. Иногда мы дуем им в лицо, чтобы они почувствовали, что мы рядом. Гавана очень хорошо себя с ними показала. Игнаш расслабляется, когда щенок рядом с ним. Они вместе могут спать часами. Другие постояльцы хосписа, по словам сотрудников, также приходят в неописуемый восторг, когда видят Гавану. После появления щенка в этих стенах стал гораздо чаще раздаваться радостный смех. Собаки заметно помогают таким детям и успокаивают их. Правда, Гавана пока еще не заработала себе титул полноценного терапевта. Сейчас она еще молода и не обладает всеми необходимыми навыками. Но когда ей исполнится год, она пройдет обучающий курс для собак-терапевтов и сможет полноценно помогать детям. А пока что она просто всеобщая любимица. По словам сотрудников хосписа, большую часть времени Гавана либо спит, либо играет с юными пациентами. Австралийские ученые впервые за 17 лет наблюдений запечатлели на камеру хлопающего плавниками серого тюленя в дикой среде. В понедельник доктор Бен Бервилл, исследователи из английского университета Ньюкасл и группа его коллег опубликовали видео, снятое недалеко от островов Фарен. Кадры были обнародованы в научном журнале и сопровождались отчетом о поведении серого тюленя в дикой природе. Уникальность кадров состоит в том, что, согласно ранее известным данным, эти морские млекопитающие используют для общения голос или производят ударные звуки, используя только один плавник, которым они бьют по поверхности воды. Однако, по данным видео, серый тюлень хлопает обеими плавниками по меньшей мере 7 раз. Аквариум с медузами расположился на крыше одного из торговых центров в Праге. Автор идеи – один из немногих людей на планете, кто разводит этих морских животных в неволе. Продолжит Сергей Берец. Мир медуз – это гигантская сфера, расположенная на крыше торгового центра Аркады Панкрац в Праге. Размеры аквариума таковы, что он претендует на статус рекорда Гиннесса. Это самая большая емкость для медуз в мире. Здесь живут 10 тысяч беспозвоночных 40 различных видов. Большинство из этих созданий вырастил Вилем Ведрал, один из немногих, кто разводит медуз вне их естественной среды обитания. У аквариума не должно быть углов, потому что медузы не плавают, а парят и могут застрять. Аквариумы делаются круглыми, чтобы в них циркулировала вода, а медузы имели возможность парить. Высота всего сооружения составляет 6 метров, рассказывает сотрудник мира медуз Иржи Ремза. Аквариум столь велик, что не прошел бы ни в какую дверь, поэтому мы сначала установили его на балочные опоры, а затем возвели над ним здание. Взрослый билет стоит 260 крон, что по курсу составляет 725 рублей. Детский от 2 до 15 лет 150 крон или около 420 рублей. Зузана Весела с дочерью Амелией приехали из города Сабислава на юге Чехии.
В этом освещении медузы просто восхитительны. Мы здесь впервые и очень довольны, что пришли. А мне нравятся их шарики и маленькие щупальца. Как рассказывает Вильям Ведрал, размножение медуз – довольно сложный процесс, состоящий из 5 фаз. От момента оплодотворения или деления до образования взрослой особи проходит почти год. Для каждой стадии нужны особые условия, меняется соленость и температура воды. Одним словом, без специальных знаний не стоит и браться за разведение медуз. 4 кролика оказались заложниками огня в одном из домов города Тобольска. Из-за позднего обнаружения возгорания на момент прибытия на место первых сотрудников пожарной охраны внутри здания пылал открытый огонь. В МЧС рассказали, что пламя удалось потушить за несколько минут, но оно успело повредить внутреннюю отделку комнаты и коридора и личное имущество жильцов. При ликвидации пожара спасатели вызволили из огня 4 кроликов. Пушистые питомцы, словно осознавая серьезность момента, отнеслись к спасению с должным пониманием. Ушастый квартет во время эвакуации из зоны задымления вел себя спокойно. Вышел за сигаретами, а вернулся с телевизором. Жителя Нижнеколымска подозревают в краже бытовой техники из квартиры. Добычей злоумышленника стали телевизор и домашний кинотеатр. Однако никакой выгоды от преступления злоумышленник не получил. Подробности в обзоре чрезвычайных происшествий расскажет мой коллега Александр Хавренко. Саша, я тебя приветствую. А что он сделал с похищенным имуществом? Приветствую, Настя. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и пока нес технику, половину комплектующих от домашнего кинотеатра потерял, а телевизор подбросил в подъезд соседнего дома. Объяснить свои действия полицейским мужчина не смог. Это обзор чрезвычайных происшествий, в студии Александр Хавренко. В Нижнеколымском районе полицейские задержали подозреваемого в краже телевизора и домашнего кинотеатра. В полицию с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что когда дома никого не было, кто-то взломал дверной замок и проник к нему в квартиру. Пропали телевизор и домашний кинотеатр. Общий материальный ущерб составил более 7 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 46-летний мужчина. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломал дверной замок и проник в квартиру. По словам задержанного, изначально он хотел попросить у кого-нибудь сигарету. На улице мужчина никого не встретил, поэтому начал обходить подъезды. Его привлекла приоткрытая дверь одной из квартир. Как выяснилось, у потерпевшего была двойная дверь, однако внешняя дверь не была закрыта, а внутренняя была довольно хлипкой. Убедившись, что дома никого нет, злоумышленник решил проникнуть внутрь. На обратном пути незадачливый мужчина растерял части домашнего кинотеатра, а похищенный телевизор позже подбросил в подъезд одного из домов. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В 4-й отдел столичной полиции обратилась пострадавшая с заявлением о хищении денежных средств с банковского счета в размере 5000 рублей. Женщина рассказала полицейским, что начала получать СМС-оповещение о списании с платежной карты денежных средств. Проверив сумку, женщина поняла, что потеряла банковскую карту с функцией безконтактной оплаты и заблокировала электронный счет, позвонив на номер горячей линии своего банка. Полицейскими был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался безработный 35-летний уроженец Якутска. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Он пояснил, что банковскую карту нашел на улице, после чего решил воспользоваться ей и начал совершать покупки. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В дежурную часть полиции по Нерюнгринскому району обратилась сотрудница Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи, которая сообщила, что из ее кабинета похищен принадлежащий ей смартфон Honor стоимостью 35 тысяч рублей. Подозреваемая в совершении преступления была установлена по горячим следам. Ей оказалась 22-летняя жительница Нерюнгри, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за преступление имущественного характера. В этот день девушка была на приеме у заявительницы. В конце приема злоумышленница попросила попить, и когда потерпевшая вышла из кабинета за водой, подозреваемая взяла ее телефон, который лежал на столе, и ушла. В тот же день девушка сдала мобильник в ломбард за 5000 рублей. В настоящее время похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе проведения профилактических мероприятий участковыми уполномоченными полицией по Нерюнгринскому району выявлены очередные факты фиктивной регистрации граждан по месту пребывания.
38-летняя жительница Нерюнгри прописала в своей квартире 4 иностранных граждан без намерения фактически предоставить данным гражданам это помещение для проживания. Также установлено, что 40-летний местный житель оформил регистрацию 2 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире. Фактически же данные граждане в указанной квартире не проживали. Возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Перейдем к российским новостям. Конверт с надписью «Сибирская язва» обнаружили во вторник в административном корпусе городской больницы номер 12 города Новосибирска. Его содержимое исследуют, в медучреждении провели дезинфекцию. После обнаружения конверта персонал больницы незамедлительно принял все меры, предписанные инструкцией по действиям персонала при угрозе совершения либо при совершении террористических актов. О конверте немедленно сообщили в полицию, Росгвардию, территориальный центр медицины катастроф, управление ФСБ, управление Роспотребнадзора. Персонал перекрыл доступ в больницу, заблокировал входы, ограничил перемещение людей в административном корпусе. Спецслужбы прибыли в течение 5 минут. Согласно инструкции, определили круг контактировавших с конвертом. Это 1 человек. Его изолировали. По рекомендации специалистов Роспотребнадзора провели необходимую профилактику. Что на самом деле было в конверте, покажет назначенная экспертиза. И в конце выпуска сообщение из-за рубежа. 2 женщины погибли, 1 ребенок ранен в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у здания общежития университета в городе Коммерс, штат Техас. В понедельник на месте происшествия проводятся следственные действия. Личность стрелявшего пока не установлена. Сообщается, что ребенок, пострадавший в перестрелке, доставлен в ближайшую больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Они ничего не говорили о поисках того, кто это сделал. Это шокирует, это действует на нервы, потому что они все еще могут быть здесь. Они могут быть моими одноклассниками. Они могут быть кем-то из моих друзей, помощников по общежитию. Они могут быть кем угодно, а мы не знаем. И я должен жить, как ни в чем не бывало, зная это. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, в стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Настя, на этом у меня все. Большое спасибо, Александр. Я напомню, что это был мой коллега Александр Хабренко. Мы продолжаем наш... Джамперу из Московской области скоро 70 лет. Пенсионер не любит, когда его называют дедушкой, зато он обожает прыжки с экстремальной высоты. И готовит серию прыжков, посвященных 75-летию Великой Победы. Подробности смотрите в материале наших коллег. Пара десятков ремней безопасности, и любой незнакомец со спины напоминает альпиниста или каскадера. Казалось бы, в высоте все возрасты покорные. Ну а кому покорится сама высота, смотрите сами. Здравствуйте, товарищи. Он обижается, когда его называют дедушкой. Михаилу Панову скоро 70, и он джампер. Обожает экстремальную высоту, особенно прыгать с нее. Пару лет назад попробовал и так увлекся, что сегодня количество его прыжков перевалило за 200. Зашибись. Михалыч, мечта исполнилась. В Подмосковье вместе с Михаилом Михайловичем пробуем покорить 37 метров. Далеко не рекорд, но потряхивать начинает еще на подъеме. Это инстинкт самосохранения. Он у любого банджи-джампера или роуп-джампера всегда должен присутствовать. Не то, что уже как бы такой животный, как первый раз. На высоте 15-го этажа появляется ветер, а неопытный джампер начинает слегка по-женски причитать. Не кажется ли она покачивается? Но нашего героя такие спецэффекты даже веселят. А стоит человек 69 лет, между ног бездна. А он смеется. Это вообще законно. Это вообще нормально. Смех смехом, но в свое хобби Михаил вложил особый смысл. Пожилой экстремал задумал серию прыжков в честь юбилея Великой Победы. Всего их будет 75. Чтобы люди обратили внимание, что нельзя допускать больше вот в мире такого этой войны. И это первый прыжок на территории. Да, первый на территории и у своих друзей. 17 победных джампов уже сделано. Рекордные 7 из них на водопаде Виктория. Еще и умудрялся селфи снимать в свободном падении. Самую высокую вершину мира покорил. Макао, 230. До праздника Победы Панов прыгнет еще более полусотни раз, игнорируя старость и мотивируя нас, молодых, жить на полную катушку. Лучше идите в спортзал, докажите своим любимым, близким, что вы тоже на многое способны. Не надо бояться ошибок в зале, надо бояться бездействия. Вот у человека в 66 лет жизнь только начинается. Мне 24, я не смогла сделать этот шаг в пустоту. А он так легко и непринужденно это делает. Вот сейчас смотрите сами. 5, 4, 3, 7.
Так что делаем выводы. Высота, как и высокие чувства, покоряется любому возрасту. Нужно просто уверенно шагать. Да, прям помолодел. Получаю кайф. Вот такие ощущения. Это и есть, называется, жизнь. Людмила Александрова, Артем Антонов, Налия Финкина. Новости 360. Бывший игрок сборной России по хоккею Алексей Яшин включен в зал славы Международной федерации хоккея. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, я тебя приветствую. Каким по счету россиянин стал в этом зале и когда это все произойдет? Анастасия, здравствуй. Алексей Яшин стал 29-м российским хоккеистом, который был включен в зал хоккейной славы. Ну а награду он получит в Цюрихе на специальной церемонии, которая пройдет 24 мая. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Россиянин Алексей Яшин включен в зал славы Международной федерации хоккея. Он стал 29-м российским хоккеистом, попавшим в этот список. В годы игровой карьеры Яшин выступал за российские клубы «Луч», «Автомобилист», «Динамо», «Локомотив», «СКА» и «ЦСКА», а также за клубы Национальной хоккейной лиги «Оттава» и «Нью-Йорк Айлендерс». Всего на счету россиянина 850 матчей в НХЛ, в которых он забросил 337 шайб и сделал 444 ассиста. В составе сборной России он становился серебряным призером Олимпийских игр, а также победителем и бронзовым призером чемпионата мира. 46-летний Яшин получит премию на специальной церемонии, которая пройдет в швейцарском Цюрихе 24 мая. Баскетболисты российского клуба «Нижний Новгород» в гостях выиграли у латвийского ВЭФа в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 81-74. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник российской команды Брэндон Браун, набравший 24 очка. Нижний Новгород вышел в стадию плей-офф турнира с 3-го места группы «С». В его активе 23 очка в 14 встречах. Первое место в группе занял чешский Нимбург, набравший 26 пунктов. На второй позиции с 25 баллами групповой этап завершил испанский Тенерифе. Первые матчи 1/8 финала пройдут 4 марта, вторые 10 числа и третьи встречи состоятся 18 марта. Ну а финал 4 пройдет с 1 по 3 мая. Окружной суд южнокорейского города Инчхон присудил компенсацию 2 футбольным болельщикам, недовольным тем фактом, что они так и не увидели Криштиану Роналду на поле во время товарищеского матча Ювентуса с одним из местных клубов прошлым летом, рассказывает Артем Сторонов. 2 футбольным болельщикам, подавшим минувшим летом иск против организаторов товарищеского матча итальянского Ювентуса с южнокорейским клубом, полагается компенсация. Такое решение вынес во вторник окружной суд города Инчхон. Согласно вердикту, местное агентство ФАСТа должно выплатить обоим пострадавшим по 371 тысячи вон. Это примерно 20 тысяч рублей. Из них около 3700 рублей – стоимость билета на матч, 500 рублей – судебные издержки и остальные 16 тысяч – компенсация за причиненную им душевную боль. Суть претензий истцов состоит в том, что компания обманом нажилась на их любви к Криштиану Роналду. В рекламе матча сообщалось, что футбольная звезда будет по меньшей мере 45 минут выступать на поле. Однако в реальности во время игры в июле прошлого года Роналду так и не встал со скамейки запасных. Адвокат потерпевших заявил, что рассмотрения дожидаются иски еще 87 недовольных болельщиков. Веб-сайт компании «Фаста» со вторника недоступен. На телефонные звонки ее представители не отвечают. Российский футбольный клуб «Ростов» со счетом 3-1 обыграл сербский «Партизан» в игре второго тура Кубка Пари Матч Премьер. Турнир проходит в Дохе. В составе россиян результативными ударами отметились Павел Мамаев, Александр Долгов и Элдор Шамуродов. Единственный гол сербской команды с пенальти забил Умар Садик. Его Ростов после 2 игр набрал 3 очка и занимает первое место в турнирной таблице. Московский «Спартак» также с 3 баллами, но с меньшим количеством забитых мячей идет вторым. У «Партизана» и «Локомотива», идущих следом, по 1 очку. В следующем матче Ростов сыграет с железнодорожниками, а «Партизан» сойдется со «Спартаком». Победитель турнира будет выявлен по итогам игр по круговой системе 9 февраля. Якутянки завоевали бронзовые медали Кубка России по стрельбе из лука, который прошел в Орле. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Участниками соревнований стали 440 спортсменов из 36 регионов страны. Женская сборная республики в составе Даяны Винокуровой, Марьяны Винокуровой и Жанны Кириллиной заняла 3-е место в командных состязаниях по стрельбе из блочного лука. Отмечу, что Даяна Винокурова вошла в число призеров Кубка России 2-й год подряд. В прошлогоднем турнире она завоевала золото в командном состязании, а также записала на свой счет бронзовую награду в личном зачете. Следующим стартом для якутских лучниц станет чемпионат России, который стартует уже сегодня, также в Орле.
К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Анастасия, тебе слово. Василий, большое спасибо за информацию. Я напомню, это был мой коллега Власий Сергеев, и он рассказал о новостях в мире спорта в республике и за ее пределами. «75 лет назад собравшиеся в Ялте лидеры Британии, Соединенных Штатов и Советского Союза решили, как будет выглядеть послевоенная Европа. О событиях тех лет напомнит Елена Островская. 4 февраля 1945 года. Победа над гитлеровской Германией теперь лишь вопрос времени. Судьба Японии также не оставляет сомнений. Лидеры Большой Тройки собираются в Крыму, чтобы обсудить послевоенное устройство мира. Конференция проходит в 3 километрах от Ялты, в Ливадийском дворце, некогда служившем резиденцией российской императорской семьи. 75 лет назад британский премьер Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и советский лидер Иосиф Сталин определили, как будет выглядеть Европа в последующие десятилетия. Именно Ялтинские соглашения серьезно изменили политическую карту, разделив Германию и позволив упасть железному занавесу между Западом и Востоком. Такое положение вещей сохранялось вплоть до окончания Холодной войны и распада Советского Союза. Ялта стала важным этапом на пути формирования преемницы Лиги наций ООН, межгосударственной структуры, ответственной за поддержание послевоенного мироустройства. Водолазы подняли со дна Черного моря в районе поселка Джубга фрагменты фюзеляжа советского пикирующего бомбардировщика П-2. Останки самолета пролежали на морском дне около 70 лет. В конце прошлого года водолазы уже извлекли на поверхность 2 двигателя и часть крыла, но работы приостановили из-за плохой погоды. Во время последнего этапа военные использовали спасательное судно «Эпрон» Черноморского флота. На помощь ему из Новороссийска прибыл буксир «Капитан Гурьев». Под водой работали 4 водолаза. Со дна удалось поднять сохранившиеся части фюзеляжа и крыльев. «Эпрон» доставит останки самолета в Севастополь. Там специалисты поисково-спасательного управления Черноморского флота очистят фрагменты от ила и отправят исследователям запрос о летном задании и судьбе экипажа. Для выполнения работ привлекался штаб нашего аварийно-спасательного отряда и экипаж спасательного судна «Эпрон», это из Севастополя, и спасательного буксирного судна «Капитан Гурьев» Новороссийской военно-морской базы. Буксиров мы привлекаем для удержания спасательного судна «Эпрон» над местом выполнения работ. Потому что при ухудшении погодных условий, изменения волнения, силы ветра, корабль начинает относить от места выполнения работ. Рингтон Победы. Под таким названием наша телерадиокомпания запускает акцию к 75-летию Великой Победы. Мы предлагаем, чтобы вместо модных мелодий на телефоне звучали песни военных лет. Все, что нужно для участия – скачать песню из iTunes или Marketplace и поставить вечный шлягер на звонок. Подробности расскажет Саргалана Федорова. Военные песни как дань памяти героям Великой Отечественной. Национальная вещательная компания «Саха», встречая 75-летний юбилей Победы, запускает новую акцию. Каждый якутянин может принять в ней участие. Нужно лишь установить на своем телефоне в качестве рингтона одну из песен военных лет. Национальная вещательная компания «Саха» в год памяти и славы в Российской Федерации, в год патриотизма в Республике Саха-Якутия и в честь 75-летия Великой Победы запускает акцию «Рингтон Победы», чтобы с каждого телефона звучали песни наших дедов, которые вдохновляли их на победу. Я бросаю первый вызов министру инноваций и цифрового развития Анатолию Аскалоновичу Семенову, главе Нерюнгринского района Виктору Станиловскому и своим коллегам Александру Широких, генеральному директору Национальной академии телерадиовещателей, коллеге главного телеканала «Башкортостан» Уфа БСТ Рустаму Зарафуддинову и генеральному директору телеканала «Омск» Артему Серову. Поехали! Надеемся, что акция охватит всю Россию. К слову, это не единственный проект нашей телекомпании, посвященный юбилею Победы. Символы Победы разместились и на фасаде телекомпании. Здесь установили 2 баннера с фотографиями участников войны. В этом году героями проекта стали более 1000 человек.
Этот баннер у нас имеет историю. На 70-й годовщине Великой Победы, лет 5 назад, наша компания изготовила баннер, на котором были представлены ветераны. Фотографии ветеранов нам отправили родственники. И лет через 5 в этом году мы получили еще больше фотографий. Мы ждем, что родственники ветеранов будут приходить в сквер героя Кондакова и будут искать фотографии своих дедов. Как фотографии, так и мелодии о войне будут напоминать о том, какой героический подвиг совершили наши деды и прадеды. В этом году праздничные акции будут проходить по всей республике. Пуская подобные проекты, наша телекомпания вносит свой вклад в увековечение памяти о Великой Победе. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. К другим темам. Проблема с автобусами в столице республики уже не первый год беспокоит общественность. Ожидание маршрута, огромное количество людей в салонах. Особенно остро эти проблемы ощущаются зимой. В ситуации разбиралась наш корреспондент Саргалана Неустроева. Семерка по вечерам, консервная банка. А ждешь долго? Нет, они быстро приходят. Народу много, особенно по утрам. Водители слишком быстро ездят. А как вечером? Вечером, когда час пик, также много народу. Автобус номер 3 не остановился сегодня утром примерно в 7:30. Ребенок остался стоять, мерзнуть. Примите меры. С такими жалобами в нашу редакцию обратились жители Якутска, абсолютно уверенные в ущемлении своих прав. Проверить информацию мы решили на остановках города. Ну, это час пик, конечно, много народу. Не очень много, здесь немного. Обычно 20 минут, 15 минут идем. Вот и получается, что в интернете высказывать недовольство намного легче. Но стоит увидеть камеру, как пыл возмущенных тут же убавляется. Впрочем, мы убедились, проблема действительно есть. Автобусы переполнены, а дожидаться следующего не просто нет времени, холодно. На Центральном много садится. А 14-й, четверка, это вообще битком. Не каждые 5 минут ездят. Просто каждые 5 минут полный автобус, которым зайти невозможно вообще. Особый повод для беспокойства у жителей города вызывает автобус с маршрутным номером 25. Со слов очевидцев, ждать транспорт приходится очень долго, а поместиться в салон в час пик зачастую невозможно. Ко всему прочему, 25-й – единственный маршрут, который проезжает остановку пункт призыва. Мы разговаривали, выясняли с директором, было совещание. Ну, у него сегодня отток очень большой пошел кадров, так скажем. Набирает, это текучая работа, так скажем. Она постоянно, у нас текучка кадров очень большая, приходят, уходят люди. Понятное дело, что у нас большое предприятие, так скажем, 600 человек. Сложно этот самый. Тут сегодня так получилось, грубо говоря. Но 25-й на сегодняшний день они выровнялись, работают, Бороться с огромным количеством людей «Союзавто» пытается путем приобретения более габаритных транспортных единиц. Так, за 2 года организацией было закуплено 38 новых автобусов, каждой стоимостью около 6 миллионов рублей. Ко всему прочему, как альтернатива пустым ожиданиям, пассажирам рекомендуется использовать приложение «Умный транспорт». Тем более, что работа программы проверялась неоднократно, даже в присутствии съемочной группы. Данное приложение мы мониторим регулярно. В конце декабря у нас был выезд совместно с городской администрацией, дорожное хозяйство, а также общественники города. Мы проверили ряд остановочных табло, а также как работают на этих остановках приложения. То есть и факт был подтвержден, что работа происходит корректно. У нас минимальная погрешность занимала не более 1 минуты. То есть мы можем это сейчас продемонстрировать вам спокойно. Как признаются специалисты, плотный пассажирооборот – проблема не только Якутска. Да и работа каждого водителя проходит через постоянный мониторинг. По заверению сотрудников «Союзавто», транспортная схема города составляется в первую очередь с пожеланий местных жителей. И вроде бы придраться не к чему, и пожелания учитывают, и за водителями следят. Но все же в час пик, в пока еще зимние морозы, многие горожане все еще не могут попасть в нужный автобус. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Джулус Анакетьев, Григорий Николаев, Якутск.
А вот пассажирам автобуса по маршруту Норильск-Каиркан пришлось пережить, пожалуй, самую суровую в их жизни пробку. 3 февраля из-за застрявших в снегу на трассе машин им пришлось остановиться прямо посреди трассы. Но не затор стал самым страшным испытанием. Из-за сильного ветра и метели окна автобуса стали открываться, подставляя пассажиров под сильнейший снегопад. Залепив окна и щели снегом, пассажиры вышли на улицу, чтобы узнать, как скоро автобус сможет продолжить свой путь. Но и тут решать проблему пришлось буквально своими руками и пытаться вытолкнуть заметенную снегом машину. К счастью, на помощь пришли спасатели МЧС и вызволили пассажиров из снежного плена. И завершение выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 26, ветер юго-западный 2 метра в секунду, переменная облачность, давление 717 миллиметров ртутного столба. За окнами Линчан минус 30, ветер 1 метр в секунду. Значительно теплее в столице Алмазного края, в Мирном минус 27, облачно, ветер дует с северо-востока со скоростью 2 метра в секунду. Минус 28 в столице Южной Якутии, переменная облачность, без осадков, штиль. И в столице региона, городе Якутске, минус 34, давление 765 миллиметров ртутного столба, штиль. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей вы сможете найти на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь.